Там, а голова у вас в камере. Нет, я А наоборот, мне нужно, чтобы я ты... смотрю, Если кто меня не слушает, я уже не говорю. не, я наоборот на вас смотрю, а рука держит видео. He needs attention, все. Вот, Смотри на него, а рукой держи это видео, окей. Это говорит о том, что к отцу надо относиться на Востоке особенно важно. Мама прощает все, потому что ты пила ее молоко. Мамой поругайся, это ничего страшного, она прощает. Папу нельзя обижать. И не дай Бог, один человек это сделал. И Расул Гамзатов написал такие слова, чтобы люди делали выводы. Всех виноватых все равно постигнет наказание. Жил-был старик, давным-давно, гласит одно сказание. Однажды в поле он с утра работал вместе с сыном. Была весенняя пора, цвели долины. И вот еще не схлынул зной среди страды горячей, пришел домой едва живой старик и чуть не плачет. Сейчас на поле столько дел, чего ушел ты с поля? А он как будто онемел от горя и от боли. Да что случилось? Сын твой где? Посыпались вопросы. А у него по бороде текут обильно слезы. Зачем караешь ты меня, о мой великий Боже, и до сегодняшнего дня зачем я дожил? Ах, сын мой, когда б я знал, так плачешь ты о сыне? Быть может, в бездну он упал? Или погиб в пучине? Он жив и головой поник. Беда страшней, поверьте. Да что ты говоришь, старик, что в мире горше смерти? Меня ударил сын родной. Старик с трудом ответил. Скорее бы смерть пришла за мной. Как жить теперь на свете? О, пусть умолкнут песни рек, пусть онемеют горы, наш гордый край не знал вовек подобного позора. Кто руку поднял на отца, того жалеть не смейте. Мы предадим, как подлеца, его позорной смерти. Был гнев народа так велик, что горы задрожали. Но тут заговорил старик, исполненный печали. Хотя меня ударил сын, к нему явите милость. Виновен только я один в том, что со мной случилось. В те дни, когда я юным был, страстям давал я волю, я тоже честь свою убил на том же самом поле. Отца, седого старика, ударил я когда-то. Вот эта самая рука несчастье виновата. Никто не знал про тот позор, ни мать, ни сын, ни братья, но забыл я до сих пор отцовского проклятия. Сказал он, будет прям твой путь, без горя, зла и жажды. Но пусть твой сын когда-нибудь с тобой поступит так же. Сбылось проклятие древних дней. Нас судят наши дети. Я понял, что в вине моей прощения нет на свете. Никто тогда и никогда тот случай не забудет. Я не устану без конца твердить врагу и другу, позор тому, кто на отца поднять посмеет руку.